готовишься к жест? Но мы сделаем небольшую поправку на шаббат, и поэтому я спою акапелла без сопровождения инструмента. Это разрешается делать в шаббат. Вообще, когда я первый раз узнал о том, что нашему дорогому Рафи исполняется 70, первое чувство было просто изумление. Потому что трудно просто поверить, что такому молодому, энергичному человеку уже 70. Это просто совершенно невозможно. Вот. С чем связано то, что он находится в такой замечательной форме, в какой он творческой форме мы сейчас слышали. Может быть, то, что он связан с вечно молодым музыкальным искусством. Может быть, это заслуга его замечательной жены Асми. К сожалению, она вышла, нет ее сейчас. Да, она слышала. Вот она. Да, вот она. Может быть, это заслуга то, что уважаемый профессор воспитывает замечательных молодых музыкантов. Это тоже немаловажно. Я думаю, что и то, и это, и первое, и второе, и третье, все это имеет место. А сейчас я бы хотел спеть, опять же, учитывая, что сегодня шаббат, еврейскую молитву, которая поется на праздник, на еврейский Новый год, Рош ха-Шана. Якир ли Эфраим. Когда мы молимся, мы вспоминаем о том, что Бог нас помнит, мы надеемся, что Он нас помнит к добру и поможет нам, и даст нам то, что нам хочется, что нам полагается. И поется в этом песнопении, что Бог говорит: «Не ты ли, мой дорогой сын Эфраим, неужели я тебя забуду?» И я хотел бы спеть еще одну песню. Это уже будет еврейская народная песня, которая называется «Роженкес митмангле». Это, если перевести на латышский, это будет «Розенес армангле». Это песня из спектакля «Суламиф» отца еврейского театра
драматурга и композитора Авраама Гольдфагена. In dem Weis amigadosh, in a winkel heide, sitzt die Almone, Abastion allein, ihr ben Jochidol, Idole, fichte die Kasseider, unigdich zu schlafen, allidele schein. Unter Idoles Wiegele steigt a klodweiße Ziegele, das Ziegele